Алишер – ученик 6 А класса Новопокровской средней школы Чуйской области. Несмотря на свой юный возраст, мальчик осознает, что хорошее школьное, а затем высшее образование – залог успеха. В будущем он мечтает стать экономистом и внести свою лепту в процветание Родины. В своей мечте и цели Алишер верен, и с 1 класса в его дневнике только пятерки. Математика вроде бы очень хорошо нравится, я хорошо решаю математику, из-за этого нравится. Я еще таки занимаюсь спортом, кикбоксом занимаюсь. Там на английский хожу, на английские языки хожу. Этим я и увлекаюсь. Не просто учиться печатанию текста, но и освоение программ по выстраиванию таблиц, графики больше всего привлекает 12-летнего экономиста в уроке информатики. Открытию долгожданного компьютерного класса в рамках образовательного проекта «Мегабилим» с радостью восприняли 543 ученика и весь учительский совет Новопокровской средней школы номер 1. Вместе с появлением в школе компьютеров увеличилось количество часов преподавания уроков информатики, а учащиеся 11 классов получили возможность подготовиться к общереспубликанскому тестированию для последующего поступления в высшие учебные заведения республики. А преподаватели для закрепления школьниками новых знаний при подготовке конспектов уроков часто прибегают к помощи интернета, то есть мировой электронной библиотеки. С помощью этих компьютеров для меня открылись новые возможности, с помощью которых я могу очень быстро находить для себя нужную информацию. Да? И это могут быть какая информация? Например, поурочные планы. Здесь очень много поурочных планов, то есть видов. Хочу, чтобы мой урок был намного интереснее, да, чем он был раньше. Желание приобщения Алишера к навыкам компьютерной грамотности поддержали и родители, которые пытаются создать максимально комфортные условия для развития своих детей. Старший сын у меня 8 класс, отличник, младший сын 6 класс, тоже отличник. Дай бог, до этого в наше время как-то есть люди, кто может себе компьютер приобрести, кто не может. Но самое основное то, что компания Мегаком помогла в школе приобрести компьютеры. За счет этих компьютеров у наших детей вырос потенциал, они начали больше увлекаться именно компьютером и компьютерной технологией. В любой стране, как бы высокопарно это ни звучало, будущее есть там, где в глазах пожилых людей светится искра надежды за молодое поколение. Бабушка 12-летнего Алишера считает, что знания предопределяют будущее подрастающего поколения. Большое спасибо компании за то, что заботитесь о детях. Это благородный поступок. Желаю вам процветания, сотрудникам здоровья и удачи. Если все коммерческие структуры будут помогать стране, то наша республика будет только расти и процветать. Название проекта «Мегабилим» образовано из слов «мега» в переводе с английского «выдающийся», «отличный» и «билим» в переводе с кыргызского «образование», «знание». То есть «Мегабилим» – это «отличное знание». В рамках реализации проекта «Мегабилим» установлено 12 компьютерных классов, 2 в Нарынской, 3 в Высокуйской и 7 в Чуйской областях. Общеобразовательные учебные заведения отбирает комиссия, согласно описанным в анкете критериям. По решению заседания членов комиссии от ноября-декабря 2011 года в очереди на установку класс-комплектов находится 17 школ, в том числе по Ошской области 2, по Джалабадской 4, в Баткенской, Таласской и Сыкульской областях по 3 и в Нарыне 2 школы. Съемочная группа посетила школу имени Бото Норматова, села Карабак Баткенской области, прошедшей в проект «Мегабилим» и ожидающей получения класс-комплекта. Учителем информатики работаю с прошлого года. Приходится обучать детей азам работы в программе Word на старых компьютерах. Из имеющихся 12 в рабочем состоянии только несколько, которых не хватает, чтобы вести полноценные уроки для классов с 30 учениками. Дети понимают, что живем в веке информационных технологий и жаждут освоить технику печатания и работы с графическими изображениями. Наши компьютеры старые и часто выходят из строя. Все будут рады, если в школе появятся новые. Я никогда еще не видела новые современные компьютеры. Урок информатики люблю. Хочу освоить работу на компьютере, но их просто не хватает на всех учеников. В рамках проекта для сельских учителей информатики, школ, прошедших конкурсный отбор, компания-поставщик проводит 3-5-дневные тренинги по повышению квалификации и работы с операционной системой Ubuntu. На данных системах стоит операционная система Linux. Она чрезвычайно удобна для работы в интернете, поскольку не подвержена атакам вирусов. Как вы могли заметить, наш класс собран полностью из белого цвета,
чтобы ученики привыкали с юных лет к чистоте и удобству пользования. Наряду с высокой корпоративной социальной ответственностью сотовая компания при помощи проекта «Мегабилим» выражает свою лояльность абонентам, ведь каждый второй кыргызстанец выбирает Мегаком своим мобильным оператором. Вы знаете, если мы начнем с предыстории этого проекта, этот проект задумывался в 2011 году в рамках корпоративно-социальной ответственности компании. Как одна из крупнейших компаний в стране, мы на себя взяли такую ответственность, чтобы поставить во всех отдаленных школах республики оборудование. То есть это компьютеры и плюс к нему техническая поддержка. Я думаю, кто бы ни пришел на данный момент, либо кто бы ни ушел из руководства компании, мы считаем, что этот проект, возможно, самый лучший из тех проектов в рамках корпоративно-социальной ответственности по всей стране. Заявки на участие в проекте поступают от сотни школ республики, и с каждым днем растет число претендентов на получение современных эксклюзивных класс-комплектов. 21 век – век информационных технологий. Подрастающее поколение должно идти в ногу со временем, обучаться на современной технике с доступом к интернету. О Мегабилим узнали из газеты. Инициатива руководства Мегаком нашла широкую поддержку у народа, так как проект своевременный, актуальный и востребован как учениками, так и учителями. Данный проект внесет достойный вклад в народное образование и воспитание детей. Для создания равных условий для участников компания Мегаком разработала форму заявки, которая еженедельно публикуется в газете «Кутбилим» и распространяется по всем общеобразовательным учебным заведениям республики. Вопросы компьютеризации средних школ имеют огромное значение. Первый этап компьютеризации происходил это где-то в начале 90-х годов, когда это было тогда при помощи международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк, Азиатский банк, но само государство не было в состоянии обеспечить компьютерами всех средних школ. Компания Мегаком, инициировав этот проект, пришла на помощь школам. Эта инициатива была поддержана, можно сказать, почти по всей отрасли. Учителя, представители образовательных организаций, представители родительских организаций. По данным Министерства образования и науки, в Кыргызстане числится около 2200 школ, в которых обучается 1 200 000 учащихся, то есть 23% населения республики. Образование подрастающего поколения зачастую предопределяет будущее страны, а инвестиции в качество знаний учащихся – это долгосрочный кредит и самый надежный способ инвестиций в развитие государства. Возможно, это будет примером, первым примером, насколько одна компания может продвигать подобные проекты. Но я хочу еще раз отметить, что принятие подобного решения о продолжении программы мы готовы. Со своей стороны компания готова продолжить ту деятельность, которая была начата в этом направлении. В рамках проекта «Мегабилим» уже открыты 12 школ. На очереди стоят 17. Комиссии еще предстоит определить и выбрать 114 отдаленных сельских школ республики. Из-за дефицита педагогических кадров, внутренней односторонней миграции населения в город Бишкек в настоящее время как никогда актуален вопрос выравнивания среза знаний столичных и сельских школьников. Сотовый оператор создает такую возможность. Ведь Мегаком – это время новых возможностей.